Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас хочу сердечно поблагодарить за ваше тепло, за ваше внимание, за ваши лайки, за ваши замечательные комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Мои хорошие, давайте сегодня на песочке посмотрим такую тему. Какую награду вы заслужили и получите от высших сил? Если тема вам интересна, посмотрите на песочек, назовите свое имя, загадайте на себя. И давайте посмотрим. Надеюсь, вы все настроились. Я выбираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую точную, верную и полезную информацию. Высшие силы вводят моими руками, пусть откроют нам то, что сейчас скрыто, то, о чем мы так сильно желаем узнать. Так, мои хорошие, ну смотрите, какая награда вам идет. Что вы, во-первых, заслужили? Заслужили вы самого лучшего. И из самого лучшего основным вот прям сектором выделяется свобода. Свобода, право, выбор. То есть жить и действовать по своему усмотрению. Вот у кого-то из вас жизнь была тяжелая, причем очень тяжелая. Кто-то прям пережил очень много трагедий, потерь, неприятностей, а у кого-то наоборот. Это был просто какой-то вакуум, болото сплошное, беспросветное. То есть не жизнь, а день сурка. Вас освобождают от этого тяжелого бремени, подчиняться, либо, как знаете, человек со связанными руками и ногами. Вы обретаете свою свободу, возможность творить, жить, наслаждаться, делать то, что вам хочется, как вы видите, ни перед кем не отчитываться, никого не бояться. То есть жить в свое удовольствие. Это самый основной момент. Может быть, вы сейчас отмахнетесь, скажете, да, ерунда. Но поверьте, быть свободным человеком — это самое лучшее благо, которое нам будет отпущено либо позволено. Кто живет самостоятельно, тот прекрасно понимает, о чем я говорю. Это первый момент и самый главный. Второй момент заключается в любви. Любовь — это то чувство, которое не только наполняет и делает человека счастливым, но и делает человека здоровым. Здесь любовь и наполненность идет. Здесь у меня пара. Люди друг к другу клонятся. Люди, возможно, пережили достаточно трэшовую ситуацию, может быть, с друг другом, никак не могли найти общий язык, то разводились, то сходились, и постоянно вот какая-то прям кутерьма происходила. И либо люди, у которых очень печальный опыт за спинами, то есть сзади, бэкграунд очень такой грустный, черный, отягощенный. То есть у вас, например, были несчастливые отношения, несчастливые браки, какие-то вот прям подрывающие все и вся. И у вашего будущего партнера такое происходило. То есть две несчастных, обожженных души, такие вот прям раненые сердечки встретятся для того, чтобы быть счастливыми. Либо люди, которые изначально друг друга очень любили, но в какой-то момент разочаровались, что ли, в друг друге, либо как-то друг друга уж слишком сильно обидели, восстановятся в союзе, который им был дан. Дан, кстати, свыше. Потому что этот союз непростой. Либо будет, либо есть. Здесь люди... Но вот, как знаете, ваши души еще когда-то давно, до вашего воплощения, уже подписали вот такой контракт, что мы будем вместе. Мы будем вместе, мы будем счастливыми, мы будем любить друг друга. Но обстоятельства, либо ситуации, да, до определенного момента не позволяли вам насладиться этим счастьем вдвоем. Здесь вот как хотите. Идет восстановление союза, да, новый союз идет. Кто восстановится в союзе, вы знаете, вы себя не узнаете, ни себя, ни своего партнера. Вот как в один момент, да, вот все вот эти обиды, все там накопившееся негативное, оно просто испарится, исчезнет. Новыми глазами вы посмотрите на своего партнера. И партнер точно так же посмотрит на вас. И счастливее, и крепче вашей пары
никого в этом мире не будет. Вы будете жить вдвоем, наслаждаться друг другом и наслаждаться той жизнью, которую вам дают небеса. Для тех, кто у меня соединится. Во-первых, я хочу сказать, что эта пара будет очень необычная. Здесь люди какие-то вот очень прокачанные в тонком мире. Интуиты, эмпаты. Может быть, даже вы работаете, да, например, ваш будущий избранник, он очень серьезный там психолог, либо доктор, а вы, например, занимаетесь там эзотерикой, да, либо вы тоже работаете с людьми, там, не знаю, целитель, массажист, да, человек, который чувствует не только людей, ну, себя, да, но и людей, помогает людям. Вот в тонком плане вы личности, причем личности коронованные, то есть люди с очень сильными способностями, с сильным даром. То есть у вас как семья, что ли, экстрасенсов. Ну, шучу, конечно, да, либо врачи, либо экстрасенсов. Но вы друг друга прям из тысяч почувствуете. Вот прям, знаете, вижу цель, не вижу препятствий. У вас такая идет встреча необычная, в каком-то очень необычном, при каких-то очень необычных обстоятельствах, не в обычном месте. Вы потом очень долго будете об этой встрече вспоминать и, не знаю, там, внукам, правнукам, праправнукам рассказывать. И ваша встреча, и ваше знакомство, ваш брак, он как легендой станет, да? Легендой, вот как в жизни бывает, как люди могут встретиться. Либо люди, там, пережившие очень большие неприятности, вот отогрели свои сердца. Здесь союз идет очень долгий, очень крепкий, и вы друг друга будете поддерживать, вдохновлять, и Боженька отпустит вам долгие годы жизни, вот вдвоем именно. Очень хорошие отношения. Так что кто хотел, кто планировал, ваш партнер к вам придет. Сразу хочу предупредить, вы внешне, либо по возрасту, вы какие-то абсолютно разные будете. Очень разные, очень на друг друга не похожие. Вы знаете, существует такое поверье, да, чем больше там муж с женой похожи, тем типа у них там крепче, лучше союз. Вот у вас будет все наоборот, вы будете очень не похожи. Но вот от этой непохожести ваш союз, он станет намного крепче, намного вот прям дружнее и намного счастливее. Так что, мои хорошие, здесь может быть и разница в возрасте, и разница в национальностях, в масте, в вероисповедании, не важно. Важно то, что вы друг друга найдете. И важно то, что вы будете счастливыми. И это награда любовью. И любовью счастливой и взаимной, что самое главное. Так что не переживайте. Ну, а те, кто у меня сойдутся, я вижу, что вы сможете обнулиться. Знаете, как Боженька сотрет вам вот эти дурные воспоминания. Не к чему будет, да, привязаться, зацепиться не за что будет. И у вас, и у вашего партнера. То есть вот это все шалупень, это, да, обид, страхов, там, и претензий, она вся спадет. Вся спадет и в прах превратится. Останется только лишь истина. А истина — это любовь. Любовь между вами. И не важно, сколько лет вы в браке. Может быть, вы год, а может быть, вы и 30 лет вместе были. Вам все равно быть вместе, любить друг друга и быть счастливыми людьми. Вы входите в ту фазу именно любви и счастья, когда люди наслаждаются друг другом, наслаждаются своей жизнью. Вот это прям самый главный подарок, да? Награда самая главная идет для вас. Дальше, мои хорошие, идем. Но здесь ситуация связана с какой-то популярностью и известностью. Здесь вот как хотите, тут выходит жар-птица. То есть кому-то прям быть очень известным и популярным человеком. Может быть, в своих кругах, может быть и мировая известность. Все это от вас зависит, да, насколько вы, скажем так, захотите поделиться с миром тем, что у вас есть. То есть человеку вот прям как образец для подражания, даже неправильно, не для подражания, наверное, а вот именно как гуру, наставник, да, кому идут за советом, с просьбами, с кого черпают знания, вот кем восхищаются, кому рады, кого любят. Вот стать именно таким человеком, добиться вот такого положения. А здесь вы, возможно, человечек гениальный. Вот от рождения вы были гениальным человеком. Но так складывались обстоятельства. Либо у вас было такое отношение, либо люди так к вам относились, что вас не признавали. Может быть, даже кто-то посмеивался. Но это до поры до времени.
до поры до времени. Я вижу, что вы не сдаетесь. Вы гнете свою линию, потому что вы в себе абсолютно уверены. Так и дальше продолжайте. Вас за это ждет очень большая награда. Вот те, кто особенно над вами там потешался, смеялся, вот они первые к вам побегут на поклон. Вы это еще увидите. Дальше, мои хорошие, здесь преодоление какого-то неприятного момента несправедливости, либо предвзятого какого-то отношения. Здесь смотрите, как все пройдет. Вот вас как будто бы в жертву приносят. Вот я не могу сказать, с чем это связано. Но ситуация вас как жертву показывает. То есть вы жертва в чистом виде. Ни в чем человек не виноват, ничего плохого не сделал. А его все прям так пальцами уже затыкали. И почему выбор пал на вас, вы не понимаете. Что с этим делать, вы тоже не знаете. Вы уже все перепробовали, ничего не получается. Но я вижу, что вы не обозлились. Я вижу, что вы, скажем так, никого не обвиняете в том, что произошло. Вы считаете, что это несправедливо, что мне не повезло. Не повезло. И вот за вот эту покорность, за вот это принятие, за то, что вы сохранили чистоту своей души, не озлобились, вам пошлют большой дар. И этот дар, он связан именно с тем, чего вам не хватает. Со справедливостью, с вашим признанием и еще и с какой-то компенсацией. То есть здесь компенсация будет получена. Здесь вам либо идет как какое-то материальное поощрение, это может быть компенсация по суду, это может быть от кого-то вам денежки придут, да, либо вам что-то дадут, скажут, вот там приносим свои извинения, вот, пожалуйста, вам скомпенсированная выплата, да. То есть вы еще сами себе будете очень рады, что да, вот как хорошо, что я тут не брыкался, не там кувыркался, да, принял ситуацию как есть. Теперь оказалась в большом плюсе, либо оказался в большом плюсе. У вас еще и документ какой-то идет. Документ, где прям так и будет написано, что вот человек там подвергся гонениям, либо какой-то несправедливости, там 1000 извинений и прочее, прочее. То есть у вас еще это как-то подтвержденное будет. Либо, может быть, это будет какой-то грант, либо какое-то разрешение на что-то. То есть документ, который будет подтверждать вот не только там для людей, да, но и для каких-то там структур, что вам все двери открыты, либо что вам все возможности даны. Еще я вижу, у кого-то будет выигрыш. Выигрыш, но это как конкурс, либо лотерея может тоже отыграться. То есть человек, который никогда ничего не выигрывал, которому тотально не везло, ну, на ваш взгляд, да, но человек, который достаточно неспокойную прожил жизнь, либо какой-то очень серьезный период своей жизни, вот вам идет выигрыш. Выигрыш, либо призовое место в каком-то конкурсе. Что-то вы прямо получаете, и получаете такое доброе, знаете, вот вы себя чувствуете счастливым человеком. Вот прям когда фортуна вам улыбается, подмигивает вам, да. Так что, мои хорошие, если вы планировали участвовать в каких-то розыгрышах, каких-то компетициях, да, конкурсах, пожалуйста, идите занимайтесь. И не забывайте хотя бы иногда покупать лотерейные билетики. Так, еще важный момент, касающийся награды. Но здесь отыграется либо у человека, который болеет и ограничен в действиях, либо человек, который живет как будто бы в тюрьме. Я не могу сказать, может быть, и в тюрьме вы живете, а может быть, вы живете в какой-то клетке. Но эта клетка, она не золотая. Вот есть понятие золотой клетки. Нет, ваша клетка, она не золотая. Скорее, она из этой колючей проволоки сделана, да, постоянно об нее вот вы прям обдираете, да, кожу свою, травмы себе наносите. Ну, здесь, возможно, отыграется, что человек, ну, для женщин, да, возможно, у вас брак тяжелый, и ваш муж посадил вас в эту клетку и держит. Либо, ну, вот человек может быть болен, да, и вынужден кого-то просить, да, чтобы там помогали встать, поднять, пойти, там, не знаю. То есть вам нужен человек, который вам помогает. То есть вы как ограниченный человек идете. Вот жизнь, да, как в тюрьме, там в 4 стенах вы сидите. Смотрите, вот я вам даже тут совет дам. Совет касается того, что вы слишком сильно отчаиваетесь. Отчаиваетесь и погружаетесь просто в какую-то бездну.
Чем больше вы туда погружаетесь, тем меньше шансов у вас на спасение. Ваше спасение у вас в руках. Здесь не будет награды. Здесь будет помощь вам оказана. Вот у вас должна родиться идея либо мысль. А вот высшие силы дадут вам возможность как бы раскрутить эту ситуацию. Да, вот раскрутить и в свою сторону повернуть. Значит, мои хорошие, вместо того, чтобы сидеть, слезы лить и уходить в бездны отчаяния, подумайте, что бы вы хотели делать, либо где бы вы себя хотели применить, либо как вы увидите свою жизнь вот в идеальном формате для вас. Как только вы это придумаете, высшие силы вам тут прям... Тут даже не одна дверь открывается, тут разные двери открываются. Высшие силы дадут вам руку и вытащат вас из того места, где вы находитесь. Может быть, каких-то людей важных пошлют в нужное время, в нужном месте. Может быть, действительно возможности какие-то появятся там, на лечение, на терапию, может быть, даже на какую-то операцию. То есть здесь через людей высшие силы вам окажут помощь. Это не будет наградой, но это будет рука помощи от высших сил. Через людей к вам придет. Поэтому, мои хорошие, давайте думайте, сидите, определяйте, чего хотите, как видите, на что надеетесь. И вам это будет все оказано. Причем, вот, кстати, по этому рисунку, вот здесь вот 100% все в ваших руках. У нас это в левой стороне, это ваша иллюзорная сторона, это сторона тонкого мира. Как только вы определитесь, вот не грустить, не тосковать, как у меня все плохо и все рушится, а именно, что я хочу жить, я хочу двигаться, я хочу заниматься тем, этим, хочу, чтобы то в моей жизни произошло. Вот, пожалуйста, высшие силы вам сразу помогут. Мои хорошие, не расстраивайтесь, не переживайте. Вот кто зашел на эту отсыпку, здесь вот прямо идеальная картинка выходит. Вот как хотите, хорошая картинка, хорошее будущее, хорошие возможности. Смотрите, и высшие силы вам защиту будут предоставлять. И вот звезда у вас парит в голове. То есть исполнение чего-то идет для вас. Важного для вас, для вашей жизни. Перемены хорошие. Помощь будет оказана. Вы заслужили, вы заработали. Так или иначе, высшие силы вас не оставят. Не бросят на произвол судьбы. Вам будет дано и вам будет открыто. На это я уповаю, прошу высшие силы, чтобы поскорее все у вас осуществилось. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.